перекресток, улица Станционная. Но, в принципе, это центр. Обычный город. Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Везде пятерочки, кафешки, банки. Все как обычно. Так, вот мой подъезд. Вот мой кекс-бокс. Кей-бокс, или как там называют. Кей-бокс. Моя студия номер 3. А где тут номера? Вот она. Номер 3. Другой ключ. Не лезет. Вот этот, наверное. Ломился в какую-то чужую квартиру. Хорошо, что мне не накостыляли, не вышли. Вот нужно сюда зайти. Что, в общем, неплохо. Даже, можно сказать, хорошо. Лучше, чем во Владивостоке было. Душ путевый. А не как во Владивостоке, вльется на пол все. Туалет. Все мне нравится. Стиральная машинка есть. Потрясающий вид из окна. Ведь во всем нужно видеть хорошее. Деревья растут. Более-менее не намусорено. Да вообще даже чисто, можно сказать. Сегодня я буду пробовать вот это вот. Ну там грибы вроде, какие-то помидоры, еще что-то. Но судя по цвету, это вырви глаз. Острее, чем вот зеленую, которую я до этого ел с грибами. Доброе утро. Сейчас время 10 час, а я вышел по делам. Мне нужно распечатать заявление на регистрацию в ГАИ и ЭПТС еще, может, один экземпляр. А то я не знаю, может быть, его возьмут, а мне он, возможно, еще пригодится. Вот думаю, в этом здании я найду, где распечатать. Все распечатал я документы. 80 рублей всего. Заодно толстовочку себе прикупил тепленькую. А то я приехал как одяжка. В Якутии у нас потеплее все-таки что-то имеется. Сейчас поеду в ГИБДД регистрироваться. Но сначала зайду в столовку, что-нибудь покушаю. 368 рублей получилось. Такая столовая. У меня спустило колесо. Или спустили. Сейчас буду менять. Вот она и запаска как раз мне пригождается. Домкрат, баллонник. В общем, придется мне 2 колеса покупать. Вернее, две покрышки. 2 резины наперед. Потому что с этим ничего не сделаешь. Хотя в шиномонтажку обращусь, может, и сделают что-то. Ну, резину уже так, не очень. Так что, может, и правильно, что я ее сейчас поменяю. Диаметром оно больше, так что ехать будет неравномерно крутиться. Так что менять в любом случае. Здесь такая очередь на регистрацию.
решил я взять сначала талончик. То есть мне нужно еще 40 минут ждать до времени моей записи. Встал я в очередь на осмотр. Оказывается, надо было сначала осмотр пройти, а потом уже в окошечко стучаться. Я сначала дождался очереди в окошечко, и меня оттуда послали на осмотр. Вот так вот. Так что сначала осмотр делайте. Там, короче, туда на катере, на большом катере отвезу там чуть-чуть, пару дней с ними. Ну, номерочки теперь у меня есть. Шиномонтаж сказал, что можно заварить, там заплатку поставить и на заднюю ось его. Ну, что я, собственно говоря, и сделаю. 3 часа ждать надо. Так что поехал я куда-нибудь пока. Ну куда? Номера поставлю. Колесо я повредил вот об этот камень. Я вспомнил. Прям на него, об него. Чиркнул, когда парковался. Прикручиваем рамку. Все, номер на месте. Здесь какая-то воинская часть. Я так не увидел, какая. Ну, тут мне попался в наличии воочию вот такой танк. Первый раз вижу. Зенитка и 45-ка. Это гаубица. А я на сегодня все сделал. Колесо заберу завтра при выезде из Хабаровска. И просто гуляю. Сейчас планирую сходить на набережную, смотреть порт, Амур. А это Амур. Вернее, его. Одна из его проток. Ну, как у всех крупных рек, он имеет несколько проток. Это, наверное, самый крупный проток. Ну вот практически верхняя точка. Там он вдалеке, он туда уходит. Вот островочек какой-то. Вот сейчас самая верхняя точка. Теплоходик маленький. Ну а сам Хабаровск. Это вот такое нагромождение строений. А этот кусочек для тех, кто предпочитает ремонтировать что-то своими силами. Я постараюсь привести в рабочее состояние держатель для телефона, который был сломан. На газу нагреваю винт и вплавляю его в одну из сломанных частей. В ответной части раскаленной булавкой проплавляю отверстия, вкручиваю части друг в друга. Дальше в имеющийся зазор капаю секундный клей. Сверху присыпаю содой. Остатки сдуваю и опять намазываю суперклеем. Сыплю соду. И так до заполнения зазора. Часов 12 до полного затвердевания. Получилось не совсем презентабельно, но зато функционально. Для любителей эстетики можно зачистить, зашкурить и закрасить, например, маркером.
Доброе утро. Сегодня день моего отъезда из Хабаровска. Но решила все-таки проехаться до центра на трамвае. Машину я не буду трогать. Шел я в поисках трамвайной остановки и вышел на вокзал Хабаровский. Шикарно, все гранитом отделано. Купаться запрещено, напряжение 380 вольт. Ну вряд ли, конечно, 380 это вообще напряжение есть. Просто чтобы не купались уже. Ну и гульки сидят там, нравится им. Вот чудо инженерных изысканий. Переход. Красиво покрашенный. Только смысл, когда вот там есть наземный переход. Поэтому этот переход так, для красоты, я так понимаю. Но тем не менее, я по нему перейду. Ну, тут вот несколько фонтанов-то. Тоже гранитных. Решил я все-таки ополовинить мою это бронебойную пленку. То есть половина стекла сейчас защищено, а половина нет. Вероятность 50%. Но зато хотя бы можно будет смотреть приятно. Ну и снимать тоже с гораздо лучшим качеством. Хорошо мне сделал этот нерусский товарищ. У меня, оказывается, два прокола, пореза было боковых. Все снаружи, изнутри, все заделал, завулканизировал. Молодец, в общем. А я покидаю Хабаровск и еду в Биробиджан. Зачем я снимаю видео и публикую его? Во-первых, чтобы просто поделиться. Я думаю, что как-то не камильфо, когда ты прячешь свой опыт под подушку. Мне самому нередко при начале какого-то мероприятия приходилось по крупицам вытаскивать какую-то информацию. Особенно, когда не было интернета, но была библиотека. Некоторые жадничают или продают свой опыт. Я же просто рассказываю. И мой опыт, я уверен, кому-то пригодится. Во-вторых, создание очередной серии фильма – это интересный для меня творческий процесс. Причем происходит это все буквально на коленке. В поездке или походе у меня есть только недорогой смартфон, сейчас уже 2, и дешевая экшн-камера. Монтаж весь в мобильном приложении. Голос записываю на диктофон. И все в почти полевых условиях, при нехватке времени и ресурсов. Конечно, качество не сравнить с мэтрами, но за этим, пожалуйста, в «Орел» или «Решку», или клуб кинопутешествий. Там работают профи с серьезным бюджетом, и многим блогерам за ними не угнаться. Да я и не блогер в том понимании, в котором сейчас это принято, так как не имею с этого вообще никакого дохода. Одни расходы. Моя задача максимально эффективно рассказать, что считаю нужным, исходя из тех возможностей, которые имею. В-третьих, я показываю, что можно делать и так. Конечно, каждый планирует свой досуг по-своему, исходя из своих возможностей, желаний и потребностей. Есть любители объедаться лобстерами, также есть понтующиеся индивидуумы, живущие непосредством или за чужой счет. Но они не смотрят подобное творчество. У них свои каналы информации. Для путешествующих семьями своя специфика.
Здесь же показано сравнительно экономное путешествие для одного с минимальными затратами, исходя из того опыта, который имею. Заехал я в магазин сюда, купил лимонадику, еврейская автономная область, вот, 2 флага, я так понимаю, что еврейский флаг. Ну, такое ощущение, как вот еврей здесь я, остальные все русские. Я тоже, конечно, не еврей, там где-то в далеком родстве, вот, прабабушек. Хотя тут тоже, наверное, проезжие все. Еврейская автономная область, а все такие же русские березы растут. Сейчас я в центре Биробиджана практически. А это река Бира. Надо же, какое у нее мощное течение. Очень мощное течение. Может, перекат просто какой-то. Ну, такая набережная. Здесь место сборищ. Трибуны. А вот это мой клопик стоит, хасик, меня ждет. Сейчас поедем дальше. Так и хочется за левый руль сесть. Решила все-таки остановиться около торгового центра в Биробиджане, купить себе что-нибудь типа берц и штанишки нормальные. А может быть даже и костюм целый какой-нибудь такой походный. Потому что дальше я подумал, если я поеду на Якутию, то там будет, городов особо не будет. Но они будут, но там, скорее всего, цены будут ломовые. Мне так кажется. Поэтому я думаю, что затариться лучше сейчас. Что-то я купил. Спортивный костюм, кроссовки. Ну, вот остановился. Какой вид. И товарняк он по Транссибу. Скоро опять перевал какой-то. До Читы еще 1800 километров. Ну что, дружище, жрать хочешь, да? На. Ох ты, молодец. Молодец, колбаску выхватил. Все, друг мой, все. Мир не без добрых людей, голодным не останешься. Этот бензинчик, который я сейчас залил, похуже уже чувствуется. Машина хуже идет гораздо. Мощи не хватает. Так что заправка заправки рознь. Транссиб. Почему здесь только посередине рельса, я не понимаю. Контактная, наверное, какая-нибудь, что ли. Тут вообще-то 3 пути получается. То есть один какой-то запасной, что ли. В общем так, а я встал вот под той вышкой. У меня машина стоит. Просто я услышал, что поезд идет, решил посмотреть. Думал, что здесь интернет хороший, а тут его вообще нет. Сегодня я проехал где-то в районе 300 километров.
Это начиная, ну, от часа я буду считать. Ну, 1:30. В Биробиджане я выбирал шмотки, наверное, тоже в пределах часа. То есть мог бы проехать и 400, конечно, сегодня. Ну, завтра я думаю, что до поворота на Якутск, на Якутию я проеду точно. Ну а дальше посмотрим по желанию. Такой Ниагарский у нас водопадик.